17 тонн фальсифицированного алкоголя могли бы попасть на прилавки, но сделать этого не дали сотрудники Управления экономической безопасности. Полицейские установили, что напитки изготавливали в гараже, продавали оптовыми партиями. Со спросом проблем не было. Занималась всем организованная группа из 7 человек. Айгуль Бадрудинова увидела, как производят жидкость, продаваемую в узнаваемых бутылках с 5 звездочками. На филиал Кизлярского завода эти сараи на приусадебном участке у обычного частного дома совсем не похожи. Да и технологический процесс изготовления благородных напитков здесь занимал гораздо меньше времени. А в чем проход? Рядом стоящий сарай, где обнаружены металлические емкости, признаки цеха по изготовлению алкогольной продукции. В одном сарае смешивали спиртосодержащую жидкость с ароматизаторами, разливали по бутылкам, в другом склад готовой продукции. Рядом исходное сырье для незаконного бизнеса. Что находится в этих белых емкостях? Аналогично? Да. Тоже спирт, да? Да. Как установили оперативники, незаконным бизнесом занимались 7 человек. Готовую продукцию сбывали постоянным клиентам оптовыми партиями через сеть посредников. В дальнейшем фальсификат расходился розничным покупателям. Последние, впрочем, могли догадаться, что приобретают. Без акцизных марок. Здесь какое вино? Тоже без акциза. Задержали подозреваемых с поличным при перевозке спиртосодержащей жидкости. Не пережали, ничего. Нормально тебе? В дальнейшем вышли на производство и склады. Пресечена деятельность 5 подпольных цехов. Локализованы 10 мест хранения, из которых в общей сложности изъято порядка 17 тонн фальсификата. Все 7 человек, участники этой группы, задержаны. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находятся под подпиской о невыезде. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает от штрафа до 500 тысяч рублей до 6 лет лишения свободы со штрафом в 500 000. Айгуль Бадрудинова, вызов 112.